Эйнштейн и Ньютон. Что между ними общего, помимо гениальных способностей и вклада в науку? Долгие годы английские ученые изучали их личности и пришли к выводу: великие умы проявляли все признаки синдрома Аспергера. А это одна из форм аутизма. К обладателям этого диагноза также причисляют Ван Гога, Моцарта, Марию Кюри и еще целый ряд выдающихся деятелей культуры, науки и искусства. Из наших современников это, например, Билл Гейтс или Сатоси Тадзири, создатель покемонов. Знаменитых казахстанцев же в этом списке нет. Хотя, может быть, просто нет информации, сколько в нашей стране людей рождается, живет и пытается преодолеть барьеры общения с диагнозом аутизм. Об этом мы поговорим в этом выпуске. В гостях у нас руководитель Кызылординского аутизм-центра «Асыл Мирас» Булатбек Айтпинбетов и руководитель недавно открытого детского центра коррекции аутизма и речи Розалия Рахимова. Уважаемые телезрители, включайтесь в наш интерактив. Номер телефона в студии 27 90 20. Добро пожаловать в студию, мы рады вас приветствовать. Так кто же из знаменитых наших соотечественников страдал этим недугом? И ведется ли на сегодня статистика по этой болезни? Вот здесь вот если сказать, то что из нашей страны, скорее всего, вот, как обсуждалось, то что мы вообще в Казахстане начали работать по этому направлению только недавно, именно с аутизмом. И на сегодняшний день, как вот говорили, то что за рубежом имеются свои Ньютоны, а у нас, к сожалению, на сегодняшний день нет такой информации. В списках такой информации нету? Да. А если придем насчет статистики, статистика вот здесь идет уже в каждой структуре своя. К примеру, здравоохранение ведет свою, образование свое и социальное свое. То есть точных данных по заболеванию нету, да, на сегодня? На сегодняшний день общего у нас нет. Угу. А правда ли, что сегодня аутизм входит в четверку самых распространенных заболеваний детского возраста и уступает лишь сахарному диабету, бронхиальной астме или эпилепсии? Вот здесь я отвечу, скорее всего, да, чем нет. Да. То есть это получается так часто у нас, да, заболевают дети? Видите, вот последняя статистика была, если не ошибаюсь, в прошлом году, каждый ребенок из 59. Из 59? Да. Это по стране или по региону? По миру. А, это по миру? Да, по миру. Угу. И в связи с этим я делаю выводы, то, что да, она уже идет на 4-й стадии. Что... Угу. А почему аутиста называют человеком дождя? Каков мир глазами ребенка-аутиста? Розалия Ролановна. Скорее всего, если делать вывод по детям Дауном, да, то, что их называют детьми солнца. Почему? Потому что они такие круглолицые, они всегда улыбаются, они всегда доброжелательные, то, естественно, мы можем делать вывод, почему человек дождя это аутисты, потому что они всегда отстраненные, сами по себе и опасаются, наверное, общества, так сказать, не социализируемые. То есть не социализируемые, да? А какие вот признаки, это вот и есть, да, те самые признаки у детей? Нет, это не основные признаки, но это одни из признаков, которым, конечно, выявляется аутизм у детей. Один из многих, из многих дополнить, признаков, да. А какие вот именно признаки в поведении ребенка? То, что самое основное заметно, это то, что отсутствие социализации. То, что ребенок не включается, точнее, отсутствие вообще взаимосвязи со своими сверстниками. Также с родственниками. К примеру, если взять семью, где вот есть 2-3 ребенка, и то, что ребенок с отсутствием аутического спектра, он никак не играется со своими родственниками, даже братьями и сестрами. Отсутствие. То есть отстраненность, да? Да, точно отстраненность. Но вы знаете, здесь еще есть кое-какие поправки, мне кажется, да. На сегодняшний день, к великому сожалению, делают диагноз и наши уважаемые, да, медики таким образом, что если ребенок не смотрит в глаза, нету глазного контакта, и если он не отвлекается на имя, сразу уже при этом факторе выявляется аутизм, понимаете? Это тоже одни из 2 перечня, которые вот входят в это направление. То есть то, что не смотрит в глаза, получается, то, что отстраненность, да? Еще какие-то есть такие основные? На самом деле их очень много. Если делать диагностику ребенка, данные признаки можно выявлять и выявлять, понимаете? Но эти основные признаки — это отсутствие глазного контакта, естественно, то, что не отвлекается на имя, играет сам по себе,
только привязан к определенным действиям. Бывают, допустим, аутисты, которые ходят только вперед-назад. А есть такие аутисты, они вроде бы и социальные, вроде бы отвлекаются на имя, но они аутисты, понимаете? Это выявить может только очень тонкий специалист, психиатр, который может давать только и выявлять этот диагноз. Больше никто не имеет права ставить диагноз аутизм. Нет, вот здесь я тоже хочу дополнить, то, что да, я согласен с тем, что психиатр ставит диагноз, но то, что насчет выявления на сегодняшний день... Выявлять и консультировать может, конечно же, Да. психолог, Психолог. может невропатолог Тот подозревать. Тот же наш центр, вот аутизм Да. центр Асыл Мирас, вот фонда Булата Утиммуратова, вот на сегодняшний день мы вообще существуем в 8 регионах Казахстана, это же тот же Нур-Султан, Алмата, Усть-Каменогорск, Кызылорда, Актюбинск, Уральск, Чимкент, Петропавловск. Вот везде, во всех наших 8 центрах работает единая программа. Вот в этой программе у нас включается диагностика по методике АДАС-2. Вот по этой методике АДАС-2, которая входит в золотой стандарт, можно выявить, есть или отсутствует у ребенка расстройство аутический спектр. И на какой он стадии, к примеру. То есть, получается, если вот родитель заметил у своего ребенка признаки аутизма, то он может также обратиться в ваш центр, правильно? Да, они могут же напрямую обратиться к нам в центр, или же зайти на сайт фонда Булата Утиммуратова, это вообще во всех социальных сетях. И там есть у нас такой пост, статья, где мы фонд указал то, что есть электронный формат МЧАТ. Это МЧАТ, это что? МЧАТ это один из тестов для детей, для выявления расстройства аутического спектра. Там она состоит из 20 вопросов, где могут родители зайти и пройти по этому МЧАТ самостоятельно. И в конце там выявляются определенные баллы, сколько набрали, сколько положительно, отрицательно. И в конце по этим баллам высвечивается результат. То, что нужно ли идти в аутизм-центр Асыл Мирас, к примеру, для прохождения диагностики? Это прежде чем обращаться к вам? Да. Ну, они же также могут напрямую прийти к нам в центр, предварительно позвонив, или прийти к нам в центр, записаться на ближайшее свободное время диагностики и пройти диагностику по методике АДАС-2. А так вот в обычных поликлиниках, это к какому, допустим, специалисту нужно обращаться? На сегодняшний день, вот с 2018 года мы работаем с управлением здравоохранения Кызылординской области на основании меморандума от 6 марта 2018 года. Уже вот второй год идет у нас. За эти 1,5-2 года мы провели 3 раза скринингов во всех поликлиниках города Кызылорда. Вот, параллельно со скринингом мы также обучали медицинский персонал всех поликлиник именно по работе с МЧАТ. Это же те же врачи ВОП, врачи общей практики, те же медсестры ВОПа и патронажные отделы их в поликлиниках есть свои. Вот там же мы обучали всех, чтобы работали в будущем, дальнейшем по методике МЧАТ. И на сегодняшний день непосредственно с управлением здравоохранения мы прослеживаем, отслеживаем то, что в каких поликлиниках по количеству, сколько детей проводит МЧАТ, сколько детей к нам направляют в поликлинику, а точнее с поликлиники к нам в центр. Идет непосредственно работа почти со всеми поликлиниками. И какой вот процент того, что к вам направляют? Я скажу честно, к примеру, если же за все эти 3 скрининга прошли скрининг более 1000 детей, к примеру, да, вот ориентировочно у нас было 1000 с чем-то было, я точно не помню точное количество, но почти ближе к 10% у нас в поликлиниках во время скрининга, когда проводили наши специалисты, по неделе проводили, вот почти ориентировочно 10%. Были точнее, да. Не подтверждался, были подозрения, но постепенно, когда они проходили по АДАС-2, эти проценты уже развеялись как-то. Там уже более меньшее количество идет, так как вы понимаете то, что МЧАТ, он не диагностический инструмент. Да, он зарегистрирован в 25 странах, утвержден у нас по всему миру, но он все равно проводит предварительно. А на тот момент, когда вот проводит именно по МЧАТ, ну, может быть просто ребенок без настроения. То есть такие факторы тоже будут? Да. Учитывается. А вот именно АДАС-2, она проводит диагностику в четкости. То есть там уже получается там уже 100%. Да, 100%. И с какого возраста можно диагностировать? Диагностировать у нас в аутизм-центре Асыл Мирас можно с 1 года. Если ребенку год и более чуть, они могут уже приходить на проводить диагностику. Если же видят какие-то подозрения,
вот то, что мы ранее говорили, то, что отсутствие глазного контакта, взаимодействия. Вот глазной контакт я к чему? Даже ответ социальная улыбка, вот если даже брать ребенка в колыбели месячного, 2 месяца возьмем, если же к нему подойти и посмеяться, ребенок хотя бы ответит, хотя бы ухмылкой. Вот. Уже здесь можно наблюдать и замечать. Обратит внимание, Да. то есть на вас. Это Глазной уже, контакт это устранит, уже да. может быть одним из сигналов. Понимаете? А вообще аутизм это болезнь или инвалидность? Я здесь уже вот с инвалидностью. Насчет инвалидности. Во-первых, аутизм это не болезнь, это особое состояние развития ребенка, можем так сказать. Психологически. Да. Но ни в коем случае не болезнь, так как она не лечится медикаментозно. Да, невропатологи назначают детям как-то в определенный период там успокоительное, может быть, лекарство, но ни в коем случае не медикаментозно. А насчет инвалидности, ну, здесь вот видите, насчет инвалидности уже это другие структуры должны ответить. Но да, есть дети, которые с расстройством аутического спектра имеют инвалидность, но у них еще сопутствующие параллельно имеются и другие диагнозы. Ага. Это же те же средней степени, легкой степени умственной отсталости, те же Задержка речевого да. развития, Ну, задержка психоречевого развития, алалия и так далее. Да? Все это вместе в совокупности. А вот возможно ли социальная адаптация таких детей? Вот, Розалия Ролановна, вы сказали, что это дети такие отстраненные, да? Да, конечно, все возможно на сегодняшний день. Почему данная тема на сегодняшний день более актуальна? Потому что все-таки дети с аутистическим спектром и также аутисты, они показывают прежде всего нежелательное поведение. Тем самым они отстраненные от людей. Каким образом? Они не приближаются к детям, они играют сами по себе, но есть еще, бывает агрессия у таких детей. То есть они не могут взаимодействовать с окружающим миром, то есть с людьми. Если мы с вами, допустим, сидим сейчас, разговариваем спокойно, а ребенок, аутист, он что может сделать? Он может подойти и ударить. Понимаете? Он может подойти и укусить. Тоже, да, бывает? Да, это бывает очень часто, встречается у аутистов именно детей агрессия. Понимаете? Либо это отсутствие глазного контакта, то есть ребенок не знает, как играть с другим ребенком, он не знает, как с ним взаимодействовать. То есть элементарно мы не можем научить, допустим, если нормальный ребенок, он с детства умеет играть, там, кормить кого-то с ложечки, да, собачка, кошка бежит, допустим, и так далее, лошадь, то ребенок, аутист, он просто не умеет играть, он не понимает, что собака должна бежать, лаять, а кошечка должна от него, допустим, убегать. Понимаете? И тем самым они не могут найти с этими детьми общих интересов. Но, тем не менее, какие-то методы есть, да. социализации. Социализация – это, конечно же, коррекция. Коррекция, где детей обучают, как правильно играть с детьми, со своими сверстниками, старше, младше. Также, какое должно быть поведение у ребенка, то есть он должен не вступать в агрессию. Обучается ребенок, что он не должен бить, кусать ребенка, допустим, да, или проявлять какие-то другие, иные свои поведенческие факторы, но при этом, при всем, это все поддается коррекции, то есть как и в индивидуальном характере, также это и когда детей совместно собирают, социализация, их учат, как правильно играть, это игротерапия называется. То есть ребенка обучают, как правильно играть с игрушками. Если обычный ребенок этому учится методом имитации, то есть он смотрит на своих сверстников и повторяет, то ребенок с аутистическим спектром, либо с аутист, он просто это не понимает. Почему? Потому что у него отсутствует имитация. То есть у него эта проблема, как повторение за другим ребенком, ее просто нет. Нету функции такой. Да, такой нету функции, понимаете, и поэтому его надо что сделать? Обучить этому. Естественно, это все корректируется, помогается и социализируется ребенок, если вовремя оказать помощь ребенку. Не так давно вы открыли Центр коррекции аутизма и речи. Вот как проходят первые недели работы центра? Что хотелось бы сказать, что данный центр был, конечно же, открыт при помощи корпоративного фонда «Самрук-Казна Траст». Он является нашим генеральным партнером. 18 числа мы открылись технически, с 25 числа наш офис заработал официально. И что хотелось бы сказать, что уже в нашем центре практически полная занятость. Да, все мои специалисты, дефектологи, логопеды, психологи заняты. Извините, на сколько мест рассчитан центр? На сегодняшний день на 46 детей. На 46 детей. Очень много у нас желающих, которые хотят начать с ноября, начать свое обучение, коррекцию ребенка. Почему? Потому что непосредственно все ходят в другие центры, допустим, да?
Кто-то проходит в государственных учреждениях коррекцию и обучение ребенка, кто-то лежит в больнице. На сегодняшний день я хочу сказать, что 20 детей у нас уже есть. 20 детей, которые на постоянной основе ходят, занимаются, получают коррекцию. Но это не только дети-аутисты и с аутистическим спектром. Также к нам приходят дети, у кого есть психологические проблемы, у кого есть проблемы с какими-то речевыми дефектами, те дети, которые не могут говорить элементарно, у кого есть поведенческие факторы, дети, которые не могут вести себя правильно на обществе. И, конечно же, это все поддается коррекции, и мы работаем над этим. У вас используется та же методика, да, что и вот в Асл-Мирасе? Да, конечно, мы В чем особенность работаем этой методики? с ABA-терапией, как и Асл-Мирас, так как у нас была договоренность с вышестоящим руководством, что на мои специалисты, прежде чем приступают к своим обязанностям, начинают работать с детьми, они проходят двухнедельную, а то и более практику и получают навыки у специалистов Асл-Мирас, а в дальнейшем мы, конечно же, консультируемся непосредственно с руководством, непосредственно со специалистами Асл-Мирас, когда выявляем какие-то потребности у ребенка. Мы спрашиваем, допустим, как поступить в такой-то сфере, как поступить так-то, и мы получаем полную консультацию. В связи с этим я очень благодарна фонду Булату Тимуратовой, именно вот аутизм-центру Асл-Мирас в городе Кызылорда, что непосредственно ведут такую довольно хорошую поддержку нашему центру. И мы, конечно же, работаем по ABA-терапии, это же методика Асл-Мирас, и здесь же мы еще используем нашу советскую методику дефектологии для детей. И также работаем, детский психолог у нас работает, и логопедия. А вот это вот ABA, вот вы говорите, это не очень понятно простому человеку, да? Да, Булат Если вы расскажете, можно? Да, вы более осведомлены. Ну, на сегодняшний день мы работаем по 6 программам. Не то, что напрямую ABA, вот, к примеру, у нас есть программа, первая программа, это программа развития на ранней стадии, она называется ранняя поддержка, программа развития ранней поддержки. Вот там дети работают от 0 до 3 лет. А вторая программа идет у нас обучающих навыков. Вот в этой обучающих навыков программе мы используем методики ABA. Но ABA она расшифровывается как анализ поведенческого нарушения, у детей идет то, что именно по нарушениям детей, поведенческим. Вот наша программа обучающих навыков именно работает с анализом поведения детей. Вот в этой же программе используются методики ABA. Еще есть параллельно с ними другие программы, где мы, вот последняя программа у нас, которая была новшество, как говорится, в прошлом году мы ввели. Программа называется Jasper. Вот программа Jasper. Что это подразумевает? Опять же, вот программа Jasper, она пришла к нам из Калифорнии. Наши специалисты сертифицированы, они обучились, прошли обучение, двухгодовую, почти годовую супервизию еженедельную. Вот. Программа Jasper, она подразумевает в том, что вступление в контакт, связь между, к примеру, тем же специалистом, тем же родителем, между ребенком, но все идет у нас в игровой форме. Во время игры, да. Все во время игры. То есть родители тоже при этом участвуют? Вот сейчас я вот к этому иду. Следующая программа у нас идет жизненных навыков программа, где мы работаем над именно по направлению личной гигиены ребенка, можно так сказать, чтобы было более понятно. Программа социальных навыков, где именно по социализации тоже приветствие, тоже прощание детей. И интенсивный курс идет. Во всех этих программах мы используем игру. Все мы во время занятий мы используем игру, мы добиваемся больших результатов, чем в других моментах. И во всех занятиях у нас присутствуют родители. Вот наше отдельно то, что отличает нас, может быть, можно сказать, от других сфер программ, точнее центров, то, что у нас на занятиях всегда присутствуют родители. К чему? Почему? Мы хотим, чтобы каждый родитель после завершения нашего цикла знали, как работать вообще, справляться с детьми в домашних условиях. Так как мы даем им индивидуальный план развития ребенка в домашних условиях, и чтобы это не было на бумаге, а то, что родители понимали вообще, как работать, что с этим делать. Мы для этого все 3 месяца, которые посещает ребенок в наш центр, мы занимаемся параллельно, работая с ребенком, обучаем и родителей.
А какие еще, вот, на ваш взгляд, эффективные методики существуют на сегодня? На сегодняшний день существует много методик. Но вот насчет эффективности я, честно сказать, не могу сказать, так как каждый использует свою методику. У нас есть определенная своя методика, я могу только сказать про свою методику. А остальных методик, да, конечно. Почему я так говорю? Потому что каждый ребенок, он индивидуален. Каждому ребенку нужен свой подход, своя программа, именно своя методика. Может быть, какая-то методика, она будет хороша, но, к сожалению, она может подойти не ко всем детям. То есть это нужно подбирать, да? Да. Потому что так как ребенок с расстройством аутического спектра, он индивидуален. Для каждого ребенка надо подбирать отдельно. А вот детям, аутистам применяют ли методики такие популярные, как дельфинотерапия или ипотерапия? Понаслышке, да. То есть Да, есть такие, есть, согласен. В нашей стране? В нашей стране есть. То, что, по-моему, если не ошибаюсь, это в Алмате используют дельфинотерапию, потом, ну, ипотерапия, в принципе, у нас и в городе, по-моему, если я не ошибаюсь, используют. Именно для аутистов? Да, именно для аутистов. В связи с чем используют именно животный контакт с ребенком, потому что ребенок хорошо отвлекается и устанавливает контакт, и он уходит со своего аута. Но слово аутизм, оно происходит от слова аут. Понимаете? Это то есть вне нашего социума, вне мира нашего. И когда животные подходят к ребенку, он обращает на него внимание глазным контактом, тем самым он обращает, то есть, свой взгляд на этот мир и начинает более социализироваться с нами, понимаете? То есть именно в этом животные используются. Свой у них там контакт, да, получается. А вот что касается роботов у нас используют? Вот робот да. Майло, да, кажется? Да, Мило. робот Мило, да. Он в Африке используется. Да. В прошлом году, в 2018 году, в ноябре месяце, да, прошла наша конференция фонда Булату Муратова. Вот на этой конференции был презентован робот Мило. На сегодняшний день у нас в Казахстане не используется. Не используется. Ну, потому что он еще на его технологию... Но он более не адаптирован, скорее всего, для Да, нашего региона. На сегодняшний день он просто не адаптирован, так как есть свои определенные моменты, где надо переводить, работать. Но у нашего фонда, да, были планы приобрести, но на сегодняшний день у нас в Казахстане не используют. Возможно, в перспективе, да, в ближайшее время. То, что я знаю, то, что в нашем фонде на сегодняшний день не используют, и в Казахстане, по-моему, скорее всего, у нас не используют на сегодняшний день. Мило, да, скорее всего, нет. Да. Потому что он, во-первых, очень, насколько я знаю, дорогостоящий. Он очень дорогой идет. Он дорогостоящий, и, во-первых, а во-вторых, он только недавно вот начал использоваться, и поэтому он еще, так сказать, может быть, тестируется, да, и так далее. А вообще ученые, как известно, не установили, да, еще причину заболевания. Вот есть ли гипотеза, почему именно растет количество больных? Ну, вы знаете, я вот перебью вас, Булатбек Серикбаевич, я извиняюсь. Как вы сказали правильно, да, то, что еще не доказано учеными, почему так происходит, почему детей с каждым годом все больше и больше рождается. Кто-то это ссылается на генетику, кто-то ссылается на экологию, кто-то ссылается на какие-то медикаменты и так далее. Но что я хотела бы сказать, да, то, что еще точно не было установлено, почему дети с аутизмом все-таки рождаются. Есть такой еще интересный факт, то, что это идет мутация людей. Да, такой еще, так сказать, недоказанный, мифов, да. Недоказанный факт, то, что все-таки в конце концов в дальнейшем будущем аутистов все станет больше и больше. То есть это уже прям такой прогноз? Ну, нет, по прогнозу, нет, это можно говорить и прогноз, и миф. Так что и прогноз, не будем и миф, заранее, да. Здесь мы на сегодняшний день не можем точно утверждать, что оно так будет. Но если брать статистику, что ежегодно на таких детей становится все больше и больше, то, скорее всего, к этому и приведет, я думаю. А что вот за последние годы изменилось? Какие вот новые подходы появились? Что вот именно наука, как над этим работает? Насчет науки здесь я не скажу, но насчет, вот, к примеру, вот, когда мы в 2016 году аутизм-центр Асыл Мирас только открывался, мы работали вообще по другой методике. У нас был комплексный подход, ну, там была вообще другая методика, другая работа. Но вот на сегодняшний день, с 2017 года, мы перешли, опять же, вот, как вы спросили, на новую методику, новые программы, где именно мы делали акцент на знания родителей. Вот, на сегодняшний день я могу сказать, что прогресс в том, что мы обучаем именно родителей.
наших родителей, чтобы после завершения цикла они знали, как работать, как действовать, так как... Но мне кажется, еще было от Пиксерикпач, то, что люди стали более осведомлены в этом. Ну, это параллельно, она сама собой. Да. Ну, осведомленность, знаете, вот, осведомленность, это осведомленность, а не именно методика. Здесь вот просили тоже Я методики. знаю, насколько данным вот, по нашему направлению, да, есть обычные, допустим, дети-инвалиды, да, или с какими-то другими физическими заболеваниями, а есть дети именно вот с ментальными нарушениями и какими-то психологическими заболеваниями, которых вот просто не распознать с виду. Обычный ребенок, но это человек, который не знает, что это ребенок, допустим, не специалист, он может не распознать, кто это такой. Допустим, что это ребенок, он особым статусом. И насколько я знаю, что во всем мире сейчас придумали такую ленту подсолнуха, и когда ребенок идет с этой лентой подсолнуха, то есть уже люди начинают понимать, что это ребенок с закрытым психическим, допустим, заболеванием, таким как аутизм, либо еще какими-то психологическими факторами. И уже люди непосредственно знают, что этот ребенок с особым статусом. Розалия Ролановна, вот вы начали об открытии вашего центра, что это социальный проект «Самрук Азна Траст». Как пришла идея создания, почему именно такой центр? Вы знаете, в последнее время я поняла, что дети вообще с ментальными нарушениями начали очень часто встречаться. Если на сегодняшний день в основном более осведомлены и Министерство здравоохранения заботится, допустим, очень часто о таких детях, как с ДЦП, допустим, о таких детях, как Дауна, да, они, ну, как вам объяснить? То, что такие дети, они очень давно есть и более... То есть они не в поле зрения остаются? Нет, не то, что не в поле зрения, просто данные дети, они очень давно, такие люди, они рождаются, понимаете, и как-то Министерство здравоохранения с этим борется. Но, к сожалению, такой вот фактор, как аутизм, он пришел к нам довольно недавно. Буквально в 2000-х годах он зашел в СНГ, то есть появился в России, на постсоветском пространстве, и к нам, в Казахстан, он пришел. Это проблема новая на сегодняшний день. И многие из людей, они и не могут справиться с данной проблемой. В каком плане? В том, что не знают, как к ней подойти правильно. Понимаете? Если это в Европе, в Америке давно есть распространенный фактор, эта проблема, а в нашем регионе и вообще в постсоветском пространстве она довольно новая. Поэтому, видя рост данного заболевания, естественно, я пришла к такому выводу, что нужно помочь таким детям. Сколько человек у вас сейчас работает? У нас в данный момент работают 3 человека. Это дефектолог, 2 психолога, и совместно они получили сертификаты логопедов и работают по совместительству, смотря на индивидуальное развитие ребенка. То есть там это нужно определенное, да, образование? Смотрите, если ребенок к нам приходит, вот такая есть у нас ошибочка среди нашего менталитета, так сказать, да, региона. А если ребенок не разговаривает, они думают, что нужно вести к логопеду. А может быть, у ребенка проблема с психологическими какими-то заболеваниями, может быть, у него проблема в поведении. Может, нужно установить сначала поведение, а потом повести к логопеду, понимаете? То есть у нас немного такая боязнь, наверное, специалистов этого спектра существует. То, что если к психологу, ну, не каждый человек может, наверное, пойти к психологу, тем более отвести своего ребенка. Ну да, возможно. Я думаю, что эта направленность есть у нас. А что вот представляет из себя аутизм в запущенных стадиях? Такое встречалось на вашей практике? Вот здесь вот, честно скажу, вот, ну, честно скажу, то, что у нас именно в аутизм-центре Асыл Мирас города Кызылорда у нас не встречалось, честно скажу. Но да, есть трудности, есть трудно. Здесь я скажу не то, что какая вообще она бывает, трудная стадия, точнее тяжелая стадия, но я скажу одно, то, что если же не выявлять раньше, своевременно, и не работать с ребенком, точнее, не заниматься с детьми. Коррекцию не вести, к примеру, вот, привести ребенка в коррекционный центр, вот, как вы до спрашивали, то, что значит повести к психологу. Если же будут вот, стесняться психологов, бояться еще кого-то, чего-то, до этой стадии они дойдут, потому что наших детей надо регулярно, с нашими детьми вообще надо заниматься регулярно. Это непрерывный процесс.
Нельзя вообще останавливаться. Вот надо вести в коррекционные центры кабинета. У нас вот у государства, например, вот по линии образования есть ПМПК, те, которые постоянно направляют коррекционные кабинеты, коррекционные центры, к примеру, элементарно к нам направляют вот аутизм всегда раз. Я знаю одно, что если же не выявить своевременно, потом будет поздно. А вот в каком возрасте, так скажем, лечить уже малоэффективно считается? Малоэффективно никогда не считается. Да. То есть не Мало поздно эффективно. никогда. То есть никогда не коррекция поздно. всегда поддается, Коррекция- но просто поддается коррекция сложнее с возрастом. Да, будет чуть трудности, чуть позже, чем у младшего возраста, но будут коррекции. Мгм. Вот во время передачи вы сказали также, что аутизм это не заболевание, это идет такая форма восприятия жизни. Вот есть же, с одной стороны, люди, которые готовы пробовать что угодно, да, выступают противниками лечения аутизма, а есть те люди, которые считают, что ничего не нужно менять. Вот как вы относитесь к этой позиции? Вот здесь я не соглашусь, что ничего не надо менять. Вот если не будут менять, Вот тогда она же будут приведет, проблемы. да, к этому же самому худшему стадию, да. Надо всегда менять, надо всегда искать, надо всегда работать с ребенком. Чем больше новые методики буду использовать, точнее буду все и больше искать, как вот наши родители многие делают, будут очень хорошие результаты, потому что так как на сегодняшний, лично в моей практике есть многие дети, которые посещают общеобразовательные школы, детские сады с нормально-типичными детьми. Вот здесь вот вопрос, а как? А потому что родители работали безустанно, регулярно, безустанно занимаются своими детьми. И они добились вот хороших результатов, то что на сегодняшний день они посещают. То есть также эти дети Да, могут как я- обучаться в обычных школах, Конечно, конечно. ходить в конечно. обычный детский сад. Да. В мировой практике, на самом деле, уже используется выявление аутизма практически с колыбели, как говорил Булатбек Серикбаевич. Да, вот здесь я вот скажу то, что насчет именно выявления, к примеру, вот в 2017 году на конференции, вот точно так же, вот как и с роботом нашим Да, да, Мило, Мило. Мило предоставлен был аппарат такой AirTrack, который называется глазной контакт, где с колыбели можно было 2-3-дневного ребенка выявить именно по расстройству аутического спектра, есть или нет, к примеру. Глазной контакт. Да, ложили ребенку определенную Положение? Да, нет, в кушеточку такую маленькую вакуум. Над ним ставили экран, там высвечивались фигура лица матери ребенка, и он глазами прослеживал. А вот здесь второй монитор, он все фиксировал. И в конце делался анализ и выявлялся, если у ребенка, 3-дневного ребенка расстройство аутического спектра, к примеру. И там уже начали заниматься с младшего возраста. Это, с конечно, младенца. самое эффективное, когда чем раньше выявится данная проблема, тем более эффективным будет коррекция обучения ребенка. Понимаете? Потому что вначале ребенок, аутист, он может вести себя как нормальный ребенок. Но после 2 лет, ближе к 3 годам, он может появлять свои какие-то аутистические Признаки, да, уже спектр, симптомы. да. Здесь опять же играет роль наш менталитет. Многие К сожалению, да, сожалению. ну это к сожалению, но она есть. То, что многие родители говорят, вот у нее папа серьезный и ребенок серьезный. Они не думают, что у ребенка, к примеру, есть дефициты в социализации. Они говорят, он серьезный. есть он не подходит к детям, Да. он сам с собой играет. У ребенка отсутствует речь, говорят, ой, у него папа 8 лет говорил, к примеру, и дедушка там поздно заговорил, я не знаю. У нас менталитет такой, постоянно так говорят. Допустим, у ребенка, если нежелательное поведение, они говорят, ну вот избалованный ребенок, его бабушка, дедушка балуют, поэтому он такой. На самом деле надо искать корень проблемы. Это простой родитель, а не специалист, он может это не выявить. Поэтому обязательно нужно обращаться к специалистам, которые смогут подсказать вовремя. И чем раньше родитель обратится, тем больше и успешнее будет коррекция данного ребенка. И его ребенок может также пойти в школу с обычными детьми, понимаете? Раннее обращение к специалистам Это самое, даст да, Самое это самое важное, это эффективно. успех, Да. да, это успех именно в этой направлении. Какие ошибочные представления об аутизме наиболее часто допускают СМИ и общественность сегодня? Именно по СМИ, честно сказать, такого особо ничего нет, за исключением того, что постоянно называют заболевание. То есть что это не заболевание? болезнь, да, это не заболевание. Часто называют инвалидами таких детей. Да. Это дети тоже согласен. особенные, просто особенные дети. И вы знаете, что бы я еще хотела сказать, то что я считаю, что в СМИ прежде всего мало очень информации.
Если завтра, допустим, мы сможем благодаря СМИ побольше информировать людей, то есть люди будут относиться более понятливее и с пониманием к таким детям, я так и считаю. знать эту Конечно, проблему. они будут осведомлены в данной проблеме. И завтра, когда кто-то кому-то приходит в гости элементарно, да, в бытовой жизни, и видит какого-то проблемного ребенка, они могут направить его и помочь, значит, вовремя данному ребенку. А со стороны вот ошибочно понятие, вот тоже опять же дополню то, что вот договорилось, вот многие говорят то, что если вот видят ребенка с аутическим спектром, как он истерит или, я не знаю, еще поведение нежелательно показывать, говорят, тоже так же вот говорят вот общественность, то, что вот ребенок действительно избалованный, невоспитанный, особенно это бывает у нас, были случаи, когда мамы плакались, то, что в маршрутках кричали, то, что успокой своего ребенка, то, что на сегодняшний день, опять же, приходится к тому, что непонимание нашего общества именно детей с расстройством аутического спектра. Булатбек Серикбаевич, Розалия Ролановна, благодарим вас за то, что уделили время и пришли сегодня в студию. Хочется поблагодарить вас за ту заботу, поддержку, которую вы оказываете детям и их родителям. Уважаемые телезрители, вы смотрели программу «Узек Жарде». Берегите себя и своих близких.